про штаб я узнала в прошлом году. Меня пригласила председательница нашего землячества Эльвира. Была как раз встреча студентов. Штаб – это прекрасное место, где можно обрести новые знакомства, новых друзей, а также познакомиться с нужными людьми, если есть какие-то идеи, предложения, которые нужно продвинуть, но одному тебе это не получается сделать. Рустам Абый молодец, он не только вот клубта объединяет, скажем так, разные стороны, и и творческие, и светское население, и атеистларда, и мында кешелер динне халыкта, и вот шундай атмосферада, когда общаться телесен, и до такой степени, да, так бы растешь. И когда понимаешь, за твоей спиной есть друзья, знакомые и той национальности, и другого региона, это позволяет человеку чувствовать себя смелым. А смелый человек, он преодолеет любые препятствия, сложности, он не сломается духом. Самое главное, вот эта смелость, дух нужно придать. А когда человек имеет определенную поддержку моральную, он знает, что я приду здесь, могу поговорить, посоветоваться. А как мы понимаем, при множестве советников ставится дело. Без советников даже сегодня ни один руководитель не мог бы достичь того результата, который сегодня достигается только при множестве советников. Так как являюсь студентом именно медицинского вуза, очень рада такой уникальной возможности поговорить, пообщаться с медиками, с нашими соотечественниками, обсудить интересные моменты, которые не написаны в книжках, узнать этот волшебный и богатый опыт у наших замечательных врачей. Бізде преемственность поколений. Бізге керек қарт кіші біздердің опытлардан опыт алырға. Вина еще біздің қарт кішілер не воспринимать яшьлерімізді из-за того, что думают, ну, алар әлде яшьлер деп. Нет, әлі яшьлер до такой степени, где, скажем так, у них потенциал и знаний бывает намного больше, чем, скажем, да, бізде взрослых кішілерде. Исходя из взрослых надо обязательно слушаться, но к молодым надо прислушиваться, объединять бітінісен и біргелеп яқшығына эшлерге. Любое объединение, оно приводит к усилению возможностей. Вот к чему. Поэтому, конечно, надо объединять. Особенно врачи – это люди интеллектуальные, это люди острые, чувствительные, они сердечные, душевные. И, конечно, это только усилит позиции и раскрыть свои возможности, которые, может быть, в одиночестве она бы не раскрылась. Моя мама, как я уже говорила, является врачом-педиатром, и я считаю, что для нее очень важно оставаться в этом окружении с профессиональной точки зрения врачей в Москве, поэтому я стараюсь максимально ее погружать в татарскую общину, и то, что сейчас такая инициатива есть со стороны штаба для того, чтобы объединять врачей, делать отдельные мероприятия. Для них это очень важно, поэтому я с удовольствием ее буду во все это вовлекать, и спасибо большое штабу за это. И вторая, значит, главная задача сегодняшнего вечера. Мы давно вынашиваем эту идею. Мы хотим, чтобы в Москве были кабинеты врачей, большие квалифицированные специалисты будут по дням принимать наших татарских, значит, пожилых людей и непожилых людей. Всегда к ним можно будет записаться. И такие татарские врачи на татарском языке, особенно будет, например, врач-психолог на татарском языке. Ведь наши пожилые татары, очень многие нуждаются во внимании, в заботе, обсудить здоровье, проблемы. И сегодня мы обсуждаем, как это будет лицензировано, какое будет оборудование. Очень многие врачи, именитые врачи, которые сейчас на пенсии или не на пенсии, с удовольствием откликнулись на наше предложение и готовы принимать татарских пациентов. И рядом с этими врачами, например, сидит там профессор такой-то, такой-то, или, например, вот Ренат, через 50 лет, сидит Ренат, 90 лет, великий, значит, он же сейчас профессор, да, сидит он, принимает бабушку какую-то, да, где еще какая-то бабушка с Люблино или где-то может пойти на прием к такого уровня врачу, как Ренату, например. Я образом, да, Ренат? А? Еще почти родному человеку. Родному, татарскому, доверие. Рядом с Ренатом сидит два студента-практиканта медицинского института, да, например. Они слушают, сидят. И вот такое вот что-то, вот такое хотим мы смоделировать ситуацию.